До 1 декабря необходимо оплатить налоги. Какие именно и как это сделать, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Ольга Глухова, начальник отдела камерального контроля номер 3 Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте еще раз вспомним, что такое налоговое уведомление, как вообще понять, какую сумму налога тебе нужно оплатить и в какие сроки. У нас ежегодно осенью граждане получают налоговые уведомления, так называемые письма счастья, в которых отражена исчисленная сумма имущественных налогов. Это у нас налог на землю, транспортный налог, налог на имущество. В этих уведомлениях также отражена сумма НДФЛ, которую не удержал и не перечислил в бюджет налоговый агент. В этом случае эта сумма включается в налоговое уведомление. В этом году более 2 миллионов граждан Республики Башкортостан получат налоговые уведомления, в которых имущественные налоги и НДФЛ указаны. Сумма исчисленных имущественных налогов за 2024 год составляет около 8 миллиардов рублей, а НДФЛ 3,5 миллиарда. Как можно понять, что вот в налоговом уведомлении, которое ты получил, есть и имущественный налог, и НДФЛ? В этом уведомлении есть полный расчет всех имущественных налогов и НДФЛ. То есть, получив налоговое уведомление, вы полностью увидите весь расчет налогов в этом уведомлении. И если у вас останутся какие-то вопросы, вы можете обратиться в налоговый орган, в территориальный налоговый орган, либо в МФЦ, где вам полностью дадут пояснения по исчисленным налогам. Вот если к имущественным налогам мы уже привыкли, то НДФЛ для нас это немного новое понятие. Вот расскажите, в каких случаях полагается НДФЛ включается именно вот в уведомление? Как я уже сказала, НДФЛ у нас включается в том случае, если налоговый агент не удержал и не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц. Также у нас включается в уведомление НДФЛ с рассчитанной из полученной суммы выигрыша. Если вы получили выигрыш в лотерею, либо в казино, в игровых автоматах, то, соответственно, если эта сумма выигрыша превысила 15 тысяч рублей, налоговый орган исчислит налог и включит его в налоговое уведомление. В налоговом уведомлении у нас также включается сумма НДФЛ, исчисленная с процентного дохода по вкладам, если процентный доход превысил необлагаемый лимит. И еще один случай, когда НДФЛ включается в налоговое уведомление, это если налоговый орган пересчитал НДФЛ по более высокой ставке и при прогрессивной шкале налогообложения. В этом случае также налоговый орган сумму доплате НДФЛ отразит в налоговом уведомлении. Ну, чтобы было более понятно, на примере расскажу, что вот в 2024 году, к примеру, налоговый агент выплачивал вам зарплату, да, доход, и удерживал по ставке 13%. Но мы знаем, что у нас в 2024 году было две основные ставки. Это доходов до 5 миллионов облагается 13%, свыше 5 миллионов 15%. Соответственно, когда налоговый агент удерживал вас с заработной платы НДФЛ, он не знал о том, что вы получили еще какой-то доход, который тоже облагался по ставке 13%. И вот по истечении налогового периода, 24-го, к примеру, года, да, в 2025 году, налоговый орган, когда получит сведения от всех налоговых агентов об общей сумме полученного вашего дохода, и если выяснится, что ваш доход превысил 5 миллионов рублей, соответственно, будет пересчитан налог по более высокой ставке, и разница к доплате НДФЛ будет отражена в налоговом уведомлении. Есть какие-то исключения по налогообложению именно процентного дохода? Да, есть такие освобождения. У нас не облагаются НДФЛ, процентный доход по рублевым вкладам, если ключевая ставка, процентная ставка не превысила 1%, а также по счетам эскроу. Должны ли именно налогоплательщики, физические лица, самостоятельно рассчитывать именно, какой налог полагается оплатить с какого-то вклада и так далее? Вот как эта схема, как этот алгоритм действует в реальности? Самостоятельно рассчитывать ничего не нужно. Банки предоставляют в налоговый орган сведения о полученных доходах по процентным вкладам, и уже налоговый орган самостоятельно исчислит сумму налога и включит ее в налоговое уведомление. Здесь я хочу отметить, что
облагается не весь процентный доход, а только та сумма, которая превышает необлагаемый лимит. Необлагаемый лимит рассчитывается по следующей формуле. Берется максимальная ставка Центрального банка Российской Федерации, которая действовала в этом налоговом периоде, и умножается на 1 миллион рублей. Соответственно, за 2024 год максимальная ключевая ставка была 21%. И если, получается, необлагаемый лимит составляет 210 тысяч рублей. И если по всем вашим вкладам сумма процентного дохода превысит 210 тысяч рублей, соответственно, сумма превышения будет облагаться по ставке 13%. Но хочу отметить, что если эта сумма превысит 5 миллионов рублей, соответственно, ставка будет 15%. Ольга Юрьевна, если получил уведомление, в какие сроки нужно оплатить налог? При получении налогового уведомления сумму налога, которая в нем указана, необходимо оплатить до 1 декабря, не позднее 1 декабря. Оплатить можно любым удобным способом, можно через личный кабинет налогоплательщика, у кого он есть, очень удобно заплатить через него. Для удобства налогового уведомления есть QR-код, с помощью которого можно оплатить через любой онлайн-банк, да? Можно оплатить через почтовое отделение, под старинки, да, как обычно, либо через любой офис банка. Что делать, если налоговое уведомление не получено? Есть ли это, возможно ли это вообще? У нас для удобства граждан 70% налоговых уведомлений отправлено электронным способом. Уведомления размещены в личном кабинете физического лица налогоплательщика. С согласия налогоплательщиков также уведомления размещены на едином портале госуслуг. Можно там узнать о своих налогах. А 30% тем гражданам, которые еще не подключены к электронному взаимодействию с налоговыми органами, им направлено заказными письмами через почтовое отделение связи. Налоговое уведомление не направляется в том случае, если сумма исчисленного налога меньше 300 рублей. Либо по имущественным налогам у вас есть какие-то льготы. Узнать обо всех льготах можно на интернет-сервисе, на официальном сайте ФНС России. Эта информация называется «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Там есть информация о всех федеральных, региональных и местных льготах. Соответственно, если вы подходите под льготную категорию, либо ваше имущество не облагается, то, соответственно, налоговое уведомление вам не будет направлено. Но, изучив, если всю информацию, вы понимаете, что вы должны все-таки платить налоги, на имущественные налоги, но уведомления вы не получили, поэтому вам в этом случае можно обратиться в территориальный налоговый орган, либо в офис МФЦ, и вам буквально за несколько минут распечатают это уведомление и вручат. Вы правильно подметили, что сейчас наиболее удобные и комфортные это сервисы личного кабинета, но вот если забыл пароль от личного кабинета, есть какой-то вариант как-то решить его? В идеале не приходя в офис. Можно, не приходя в офис, авторизироваться в личном кабинете через портал госуслуг. То есть, используя пароль ЕСЕ, вы можете зайти в личный кабинет и распечатать или увидеть там свое уведомление. Если простой способ, можно просто прийти в территориальный налоговый орган с документом, удостоверяющим личность, и там получить пароль для входа в личный кабинет. Ольга Юрьевна, и вопрос. Если вдруг не оплатил налог по разным причинам до 1 декабря, что будет? Соответственно, если вы не успели оплатить до 1 декабря, после 1 декабря вы уже будете считаться должником, и у вас будут начисляться пени за каждый день просрочки платежа. Со следующего года у нас еще есть одно изменение в налоговом законодательстве. Если вы не успели транспортный налог заплатить до 1 января, получается, если у вас осталась задолженность на 1 января 2026 года, то при расчете транспортного налога у вас не будет применяться льготная ставка.
То есть льготная ставка будет применяться только тем, кто уплатил своевременно транспортный налог. Ну, к примеру, если на цифрах, то можно сказать, если вы собственник «Лада Гранта», да, если сейчас по льготной ставке вы должны транспортный налог заплатить в размере 870 рублей, да, то уже без льготной ставки эта сумма налога составит 2175 рублей. То есть сейчас уже стало выгоднее оплатить вовремя все имущественные налоги. Ну, соответственно, и НДФЛ, который отражен в налоговом уведомлении. Ольга Юрьевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какие есть особенности для того, чтобы решить вопросы все с налогами. Давайте еще раз напомним, где можно получить налоговое уведомление и в какие сроки его лучше оплатить. Еще раз напоминаю, что у нас налоговое уведомление можно распечатать в личном кабинете налогоплательщика, на портале государственных услуг, если вы давали такое согласие, либо получить его в территориальном налоговом органе, либо в любом офисе МФЦ. Заплатить налоги необходимо до 1 декабря любым удобным способом, либо также через личный кабинет, либо через офисы почтовой связи, либо в любом банке. Ольга Юрьевна, спасибо. Пожалуйста. Это была программа «Интервью». Сегодня у нас в гостях была Ольга Глухова. Это начальник отдела управления Федеральной налоговой службы России по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.